Присаживайтесь. Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Уважаемый. Дай, пожалуйста, этот микрофон как-то в направлении своей речи, хорошо? Хорошо. Уважаемые судьи Конституционного суда. Стенограмма очень плохого качества получается. Рассмотрев ходатайство Айткулова Икрамиддина Назировича, представляющий интерес Сакимбаева о проверке соответствия частей 1-2 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса, мы хотим отметить следующее. Обращающая сторона просит проверить конституционность указанных норм, имеется в виду, речь идет о 397 статье, частях 1-2, и считает, что они являются неконституционным, противоречащим частям 1-2 статьи 61, частям 3-5 статьи 100 Конституции, и также полагает, что отсутствие права обжалования лицами, чьи права и интересы затронуты решениями судов, нарушают конституционные принципы верховенства права, неотчуждаемости прав свобод человека, равноправия сторон, судопроизводства и гарантии. Мы считаем, что действия следователя по выделению уголовного дела в отдельное производство в отношении обвиняемой Сакимбаевой не повлекли каких-либо существенных нарушений прав законных интересов, поскольку, как было установлено из основного уголовного дела в отношении Узбекова, материалы в отношении Сакимбаевой были выделены из-за того, что Узбеков заключил соглашение. То есть, соответственно, дело в отношении Узбекова должно рассматриваться по правилам статьи 504 УПК. То есть, речь идет о том, что приговор постановляется в соответствии с требованием главы 44, при этом описательно мотивированная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния обвиняемым, то есть, а также выводы суда о соблюдении условий соглашения о признании. То есть, при этом анализ доказательств и оценка судьей в приговоре не отражаются. Да? Но я сейчас свою правовую позицию полностью зачитывать не буду. Я хотел бы остановиться на основных моментах. Обращающая сторона считает, что, выделив в отношении Сакимбаевой в отдельное производство, были указаны сроки, что дело было возбуждено 13-го, там арест 20-го, выделение 22-го, заключение там от 1-го. Ну, по датам я сейчас не буду прям уточнять. Я считаю, что никоим образом права Сакимбаева не нарушены по следующим основаниям. Во-первых, признание вины, да, это у нас, я хочу сослаться на нормы Конституции. Статья 58 на нашей Конституции говорит, каждый имеет, сейчас, одну секунду, каждый имеет право, 56. Государство обеспечивает права и свободы граждан в порядке, закрепленной Конституцией и законами. Уголовно-процессуальный кодекс – это кодифицированный закон. Там говорит, что каждый обвиняемый уже, когда предъявлен, вправе заявить ходатайство о заключении соглашения о признании вины по уголовному делу о небольшой, менее тяжких и тяжких преступлениях. Да? Соответственно, Конституция говорит, Узбеков, если вы им хотите, то вы вправе заключить сделку. Он заключает эту сделку. Я хотел здесь обратить внимание, что сделка, это же не, не разово, а пришел, раз заключили, подписали. Во-первых, к этому предшествует переговорный процесс. То есть, если мы признаем вину, что будет, как это будет осуществляться, какое мы наказание понесем, это идет разговор его защитника, идет разговор со следователем, с надзирающим прокурором. То есть, поэтому по датам могло быть, что переговоры могли начаться еще там в конце апреля, а само признание заключится там в мае. Поэтому вот эти даты, то есть это же не разовое там секундное решение, то есть этому предшествует определенный переговорный процесс. Поэтому, когда Узбеков решил заключить сделку о признании вины, то, соответственно, становится вопрос, что он не хочет получать вот этот весь процесс с вызовом допроса в упрощенном порядке, он признает вину, получает в соответствии с соглашением свое наказание, но это его право, мы не можем его ограничить, сказать, нет, Узбеков, вы не имеете права, потому что Сакимбаева так не хочет.
потому что она хочет большой процесс. Я в своем выступлении написал, что это здесь конкуренция конституционных норм получается, да? Дайте мне судебную защиту, как я хочу, либо дайте я заключу сделку. Это тоже Конституция гарантирует, что каждому гражданину Кыргызской Республики, вот 56 статья я говорил, что гарантируется право на получение определенного государства, обеспечивает права и свободы граждан в порядке, предусмотренном Конституцией и законами. То есть, соответственно, я здесь не вижу нарушений прав Сакимбаева по одной причине. И Карамидин Назирович, что он хочет? Он говорит, что был единый процесс, чтобы всех вызвали, всех допросили. Хорошо, в процессе Сакимбаева что нам мешает вызвать Узбекова и спросить: господин Узбеков, вы в курсе были, кто вам взятку принес? Первый вопрос. Роль Сакимбаева в переговорном процессе со взяткодателем. Давайте взяткодателя вызовем. Кому в карман положили, кому деньги передали, какова роль Сакимбаевой. И пусть суд делает выводы. Плюс, соответственно, ходатайство в суд по Сакимбаевой, что приговор Узбекова не может быть являться преюдицией по причине того, что там не исследовались доказательства. И поэтому мы в данном случае, я не увидел каких нарушений приговора прав Сакимбаева по этой причине, потому что, слава богу, исследователь жив, можно решить его вызвать в качестве свидетеля, допросить по срокам, сколько шло переговорный процесс, как он заключался. Второй вопрос Узбекова, от кого получил, как получил и как произошло, взяткодателя, ну и всех, кого считает, то есть полностью реализовать. Если бы это, например, приговор запрещал бы кому-то свидетельствовать в деле Сакимбаевой, да, я бы сказал, мы согласны, поддерживаем. Поэтому в данном случае мы не видим каких-либо нарушений, да, со стороны, нарушений прав Сакимбаевой в связи с тем, что она не может обжаловать приговор Узбекова в апелляционном порядке, а права Узбекова, как мы будем? То есть в интересах Сакимбаева будут нарушаться этой же Конституцией закрепленные права Узбекова. Поэтому мы считаем, что никаких здесь признаков противоречия Конституции мы не видим. Поэтому просим ходатайство оставить без удовлетворения. Если есть вопросы, мы готовы ответить.